Когда получаете различные справки, нужно дать 5-10 самани. Да сейчас же везде платят. Сейчас бесплатно, извините, только даже сыр только в мышеловке. А везде платим. Везде, куда я иду, везде нормально относятся. Все нормально. Когда идешь на прием, у них такса есть. Обязательно за прием нужно платить. У кого такса? У врачей. 50% таджикистанцев давали взятки в последние 12 месяцев, говорится в докладе Transparency International «Люди и коррупция». Отчет составлен по результатам опроса, проведенного среди населения страны. Согласно полученным данным, Таджикистан находится на 25-м месте по уровню коррупции в мире. И это несмотря на заявленные властями новые меры по ее предотвращению. В глобальной антикоррупционной коалиции считают, что Таджикистану пока не удалось добиться ощутимых успехов в борьбе с этим явлением. У нас все коррумпировано сверху донизу, как и везде. Весь СНГ, постсоветские все эти республики, у них это везде. Это система, это болезнь. Если надо лечить, надо полностью всю систему лечить. В основном взятки даешь в сельских администрациях, коммунальным службам. Тоже, наверное, народное образование, медицина тоже. Гаишники, взяточники. Так сказать, не знаю, но говорят, везде говорят, что вот это медицина, это просвещение. Говорят, вот эти. Коррупция в Таджикистане стала явлением обычным и привычным, говорят граждане страны. Примерно треть жителей полагает, что платить в черную приходится практически везде, даже несмотря на заявленное бесплатное образование и медицину. Самыми же коррумпированными ведомствами люди называют прокуратуру, таможню, налоговые и судебные органы, милицию и госавтоинспекцию. В результате это влияет на уровень жизни, значительно сокращает конкурентную среду в целом во всех сферах и особенно в экономике, и народ страдает. А узкая группа людей, используясь случаем, все больше использует возможность и сложившуюся ситуацию в свою пользу. В антикоррупционном ведомстве страны считают, что исследования показали рост уровня коррупции в Таджикистане потому, что опрос в этот раз проводился у более активной части населения – предпринимателей, торговцев и юридически более грамотных таджикистанцев. Эти данные, по мнению борцов с коррупцией, не отражают реальное положение вещей. То, что мы в рейтинге, составленном по опросу, по уровню коррупции опустились на 15 позиций, не означает, что у нас вырос уровень коррупции. Это личное независимое мнение населения. Люди выразили свое мнение. В Таджикистане в последние годы с коррупцией борются особо активно. За подобные правонарушения законодательно ужесточили наказание. Эксперты считают, что власти в прошлом году пошли на отчаянный шаг, назначив сына президента страны главой антикоррупционного ведомства, в надежде, что он сможет переломить ситуацию. Я думаю, здесь несколько причин. Прежде всего, отсутствие парламентского и общественного контроля. Во-вторых, недостаточная политическая воля, неправильная кадровая политика, кумовство, трайбализм, местничество, регионализм, принцип двойных стандартов. Когда в основном руководители связаны между собой, не только с точки зрения идеологии и политической партии, в том числе имеют семейно-клановые отношения, оно сказывается негативно на борьбу с коррупцией. Семейно-клановые отношения во всех эшелонах власти привели к тому, что чиновники даже не боятся брать взятки, говорят эксперты. Недавно тоже вроде были очередные кадры перестановки, увольнения, отправили в отставку, но большинство из них опять-таки той или иной форме назначаются на другие должности, что говорится о приоритете местничества и семейно-клановых амбиций и интересов над национальными интересами.
С коррупцией в Таджикистане сегодня бороться бесполезно, считают эксперты. Для того, чтобы с ней покончить, в первую очередь необходимо провести открытые и серьезные выборы руководства страны. Также необходимо разделить ветви власти, в открытую бороться с чиновниками и высшими должностными лицами, нарушающими закон, и, наконец-то, покончить с клановой системой. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.